А спонсор сегодняшнего выпуска – сервер CS1.6 «Добрый сервер». На сервере установлено более 40 плагинов, также есть адекватные админы. Всем привет, дорогие друзья, с вами Рони, и сегодня я хочу поговорить о матче Вильяреал и Реал Мадрид. На поле у Реала вышел основной состав, ну а у Вильяреала состав изменился по сравнению с прошлым матчем. Так как прошлый матч они играли с Эйбаром, и Эйбар это не самый сильный соперник. И Гарсия Тараля решил выпустить на поле молодежку. Ну а в этом матче у Вильяреала вышел на поле основной состав, так как я не думаю, что Реал это тот соперник, против которого можно рисковать. С первых минут игра была очень интересная. В первом тайме у Вильяреала было больше моментов, чем у Реала, но они не смогли реализовать эти моменты. У Реала тоже были моменты, но их не было так много. Но из этих моментов, которые были, они смогли выжать максимум. И уже на 32-й минуте из-за пределов штрафной гол забил Модрич. Гол получился очень красивый. У вратаря просто не было шансов его потащить. Ну и в середине второго тайма на стадионе пролетел самолет, который тащил за собой надпись «Роналдо, возвращайся домой». Эту надпись, скорее всего, заказали фанаты МЮ, которые хотят, чтобы Роналдо возвращался в Манчестер Юнайтед. На этой неделе ходили слухи, что Роналдо может перейти в Манчестер, и сумма сделка будет составлять 160 миллионов евро. Но Анчелотти заявил, что в команде все спокойно, и Роналдо не собирается никуда уходить. И на 40-й минуте после паса Хамеса Родригеса на Бензема тот отдал передачу на Роналдо, который забил гол. После первого тайма статистика была такова: 11 ударов Вильяреала, из них были 3 в створ, и 7 ударов от Реала, из которых 3 были в створ, и было забито 2 мяча. После первого тайма хотел бы отметить Касильяса, так как на протяжении всего тайма он не раз спасал Реал от пропущенных мячей. У Вильяреала во втором тайме игра уже не так и шла, как в первом. После 2-0, и тем более против мадридского Реала, не каждый сможет найти в себе силы отыграть эти 2 мяча. Во втором тайме Реал полностью контролировал игру. Были пару моментов и у Реала, и у Вильяреала. Было заметно, что Вильяреалу не хватает Дениса Черышева, так как в первых матчах Вильяреала в этом сезоне он был ключевым игроком. Ну и в конце игры, когда Вильяреал уже сделал все 3 замены, травмировался Мусаки. Кажется, он потянул мышцу и не смог продолжить играть. И на последние 10 минут Вильяреал остался в десятером. Но это им не помешало дотерпеть и не пропустить еще. Ну и на этом матч закончился со счетом 0-2. Если бы Роналдо забил в этом матче 3 мяча, он стал бы первым игроком в истории футбола, который смог забить более 3 мячей в 3 матчах подряд. Но я думаю, что мячей ему и так хватает, так как после 6 туров Ла Лиги у него на счету уже 10 мячей. Ну и состава Севильи я могу выделить Виету, так как этот парень всегда находился в центре событий. А из состава Реала могу выделить Модрича, который отдавал свои фирменные передачи, а также Касильяса, который не раз спасал мадридский Реал. Но и этот матч Бензема провалил. Да, он отдал голевую передачу на Роналду, но больше в этом матче он не запомнился ничем. Ну и на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, желаю удачи командам. Ждите следующих обзоров, ставьте большие пальцы вверх и также подписывайтесь на канал. Пока.